Высокая степень защиты и удобства. Закон об электронном военном билете принят Госдумой. Почти 7 миллиардов в Южную Якутию. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном финансировании территории опережающего развития. В театре юного зрителя Якутска проходит юбилейный спектакль главного режиссера Александра Титигирова. Вы смотрите новости. В студии Екатерина Карпухина. Здравствуйте. Кабинет министров оптимизировал порядок подсчета граждан, имеющих право на медстраховку. Так, к числу неработающих и получающих полисы обязательного медицинского страхования бесплатно за счет региональных бюджетов теперь относятся лица, в пользу которых плательщики взносов не начисляли выплаты и другие вознаграждения. Граждане, которые не являются плательщиками взносов, а также россияне, данных о которых нет в составе сведений о работающих застрахованных лицах. Снижение численности неработающих Кабмин зафиксировал в 80 регионах. Увеличение в 5. В результате сверки данных правительство ожидает, что 60 регионов сэкономят в следующем году на медстраховках более 15 миллиардов рублей. В России изменились правила исследований живых клеток человека. Клинические исследования биомедицинских клеточных продуктов теперь будут проводиться не для подбора оптимальных дозировок, а оптимального количества, объема, массы и площади. К биомедицинским клеточным российское законодательство относит продукты, содержащие выращенные живые клетки человека. Речь идет о технологиях, позволяющих выделять собственные клетки пациента или чужие, чтобы использовать их для лечения. Клеточные продукты применяют в регенеративной медицине для ускорения заживления ран и восстановления тканей после хирургической операции, а также в эстетической медицине, например, для омолаживания кожи или предотвращения образования рубцов. Госдума приняла закон об электронном военном билете. Законопроект внесли в Нижнюю палату парламента члены Совета Федерации. Его цель – обеспечить переход на электронный учет и справку вместо военного билета. В карте будут прописаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства и образования. Документ также будет содержать информацию о месте работы, годности к военной службе, состоянию здоровья, наличии военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда, а также некоторые другие сведения. Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заверил, что карта получит высокую степень защиты, а выдавать ее будут по желанию. Уточняется, что отменять выдачу военного билета не планируется. Сегодня в 26-й школе города Якутска проходит ежегодная всероссийская олимпиада школьников по предмету основы безопасности жизнедеятельности. С нами на прямой линии наш корреспондент Анастасия Данилова. Анастасия, здравствуйте. Как проходит олимпиада и какие условия участия? Екатерина, добрый день. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся с 7 по 11 классы по 2 человека от параллели. Все они должны предъявить согласие родителей на обработку персональных данных при регистрации. Вчера прошел теоретический этап в формате теста. Им запрещалось приносить в аудитории свои тетради, справочную литературу, учебники и сотовые телефоны. Сегодня практика. Ученики проверяют свои знания, столкнувшись с реальными ситуациями на 5 станциях. Это тушение пожара, сигналы земля-воздух, первая медицинская помощь и сборка автомата Калашникова. На 2-м этаже проходит ориентирование. Как отмечают смотрители станции, с каждым годом ученики показывают все лучшие результаты. Екатерина? А какие цели преследует Олимпиада? Цели Олимпиады, в первую очередь, это, конечно же, пропаганда и развитие олимпиадного движения по основам безопасности жизнедеятельности, а также повышение интереса обучающихся к основам безопасности жизнедеятельности и выявление одаренных и способных детей. Екатерина? Ну что ж, удачи школьникам. А я напомню, что мы были на прямой связи с нашим корреспондентом Анастасией Даниловой с Олимпиады по ОБЖ. Больше 13 миллиардов рублей из федерального бюджета получат 6 дальневосточных территорий опережающего развития. В том числе почти на 7 миллиардов увеличит финансирование ТОР «Южная Якутия». Такое распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. В Минвостокразвития России считают, что дополнительное финансирование позволит реализовать инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций более 136 миллиардов. Это в 10 раз больше, чем сумма, которую планируют выделить. Это в том числе позволит создать более 10 тысяч рабочих мест, а совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 75 миллиардов рублей.
Больше 2 миллионов рублей из республиканского бюджета в этом году направили на содействие самозанятости безработных граждан в Нерюнгри. Грант на создание собственного дела получила семья Ковалевых. Подробнее в материале Александры Цыбиковой. Жители Енгры Олег Ковалев, являющийся инвалидом третьей группы, вместе с супругой Ингой решили организовать производство хлеба и домашней выпечки. Так как у нас не было оборудования, мы решили стать центр занятости. И там нам подсказали, что можно получить грант. Теперь у нас свой семейный бизнес. Продукция реализуется в магазине и пользуется спросом у жителей села. Среди покупателей также есть вахтовики и работники железной дороги, база которых расположена недалеко. Размер единовременной финансовой помощи на содействие в создании собственного дела установлено до 152 тысяч рублей. Так, получив грант на двоих, семья Ковалевых дала старт своему делу. На полученный нами грант мы приобрели духовку для пиццы. Вот она такая небольшая, но мне хватает для населения пока. Приобрели мы еще тестомес, но он сильно большой, пока он у нас стоит, ждет свое ожидание, пока не приобретем большое помещение. А также мы приобрели ларь большой, чтобы там хранились у меня мясо птицы, мясо оленины, мясо говядины. Несмотря на свой недуг, Олег Александрович, семьянин с большой буквы, воспитывает 3 сыновей и во всем поддерживает супругу. Я отвечаю за доставку и расход-приход. Я думаю, еще на дороге планирую сделать кафешку, потому что одна уже есть. Я думаю, вторую тоже потянет. Помимо работы и воспитания детей, мать семейства успевает участвовать на кулинарных конкурсах. В эту пятницу у нас проходила выставка продажи домашней выпечки. Все участники конкурса проявили фантазию, художественный вкус, оригинальность. Единогласным решением жюри в конкурсе была признана Ковалева Инга Николаевна. В планах у предприимчивой семьи развивать производство и в следующем году вновь поучаствовать в данной программе. У Ковалевых есть мечта выкупить помещение под пекарню, ведь оборудование занимает много места, а Инге хочется уже полностью обосновать свою рабочую зону. Александра Цыбикова, Яла Мосов, Нерюнгри. Суп из пакетов и полимерный бутерброд. Такой комбо-обед, по мнению ученых, ожидает человечество в ближайшем будущем. Пластик уже принял масштабы эпидемии, теперь он не только на свалках, но и в нашем организме. Расщепляясь, он попадает в продукты питания, а затем и в кровь человека. Как убрать пластик из пищевой цепочки и что нужно сделать, чтобы избавить от него природу, расскажет Айсена Бурнашова. Здесь каждая коробка нужна для отдельного вида вторсырья. Таким образом должен выглядеть идеальный контейнер для раздельного сбора мусора. Помимо металла, стекла и бумаги, особое отношение в отделении Гринписа уделено пластику. Сразу 5 ящиков для разных видов. Здесь как нигде уверены, пластик стал настоящей эпидемией. Плавучие острова мусора, миллиарды отравленных животных, птиц и рыб. Медленно и смертельно опасно пластик вошел в цепочку питания. Его уже выявили в крови человека. Они уже возвращаются к нам и с водой, и с пищей, да, в том числе с рыбой, например, потому что пластик есть в океане, в том числе с питьевой водой, потому что тот пластик, который мы выкидываем на свалку, он же полностью не изолирован, все равно постепенно он распадается на маленькие кусочки, уходит в том числе в подземные воды, уходят в поверхностные воды и рано или поздно попадает в источники водоснабжения, а дальше в наш кран. Весь мир встал на борьбу с пластиком. В 40 странах мира уже запрещено его использование. Но понятие, что пластик наносит колоссальный вред, в России пока не утвердилось. Статистика гласит, каждый житель нашей страны выбрасывает около 65 килограммов пластика в год. Зачастую он просто попадает на свалку и лишь изредка сгорает в печах мусоросжигательных заводов. Во всяком случае, последствия для окружающей среды весьма плачевны. В земле полиэтилен разлагается сотни лет, а при горении выделяет опасный углекислый газ. Шокирующее открытие. Пластик не только загрязняет планету, но и способствует глобальному потеплению. Выход из этого экологического тупика есть – полный отказ от пластика. В качестве альтернативы – раздельный сбор отходов и их дальнейшая переработка. Вы как-то разделяете мусор, делите пластик? Нет, потому что я не знаю, как это делать. А времени на то, чтобы разыскать информацию, как и куда везти, у меня лень. Я их не сдаю, потому что у нас негде сдавать. Где я живу в Шушарах, у нас нету. Но я всегда ставлю отдельно пакет с банками, с бутылками и отдельно мусор.
По всей видимости, обществу необходимы мощные стимулы. А ведь в идеале за чистоту на планете вместе с инициативными гражданами должно бороться и государство. Сейчас в каждом субъекте есть такой документ, который называется «Территориальная схема обращения с отходами». Это документ, из которого как раз должно следовать, каким образом мусор собирается, вывозится, куда он перерабатывается или идет на свалку и так далее. За его подготовку отвечают региональные власти. Острая необходимость приводит научное сообщество разрабатывать новые технологии борьбы с пластиком. В своем исследовании якутянка Ирина Корякина использовала наночастицы оксида цинка, которые, обволакивая полимер, буквально расщепляют его с помощью ультрафиолетового излучения. Времени это занимает достаточно долгий срок, это меньше 100 лет, чем изначальный процесс разложения самого полимера, но тем не менее это занимает период. Допустим, в моем случае это было несколько лет. 5-6 лет, учитывая, что сильное солнечное излучение у нас бывает только летом. Бороться нужно не со следствием, а с причиной. Москвичи уже отказались от пластиковых пакетов. За продуктами там стараются ходить с авоськой. В Бурятии на Байкал не пускают туристов с пластиковой посудой. Ее частицы уже нашли в рыбе. Пример стоит брать с Республики Мордовия. По данным Гринписа, они занимают лидирующее место в стране по переработке пластика. Если не остановить пластиковую эпидемию сегодня, уже завтра она окажется на вашем столе, а потом и в организме. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Все земное состоит из любви, так говорит главный режиссер театра юного зрителя Александр Тетигиров. К своему 50-летнему юбилею талантливый режиссер дарит зрителям свои постановки. Сегодня вечером состоится моноспектакль «Летаю», где главную роль играет Валентина Романова «Ческай-рай». Это история про одинокую женщину, про ее страдания и светлые чувства. Также на днях коллектив театра покажет спектакли «Камень счастья» для детей и «Пока есть любовь». Ну вот этот сегодняшний спектакль, приглашаю всех, вот этот называется «Полет», и этот спектакль поставил заслуженный артист Республики Саха Валентина Ческай-рай. Это по пьесе Зои Поповой, тема одиночества, тема одинокой женщины, которая вот хочет вот взлететь из этого из квадрата. Ну, 4 дня будет спектакль. Это вот сегодня «Полет» вот, Зои Поповой, завтра «Камень счастья» для детей, послезавтра это «Я Эдит Пиаф» Нина Мазур, и послезавтра спектакль «Ромео и Джульетта». Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.